الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. السلام алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как вы заметили, время, наверное, сместилось, так ведь? Потому что после ясту намаза оставаться и еще в течение часа слушать лекцию, и время и так позднее будет, да? Поэтому сместили время на магриб, на ахшам намаз, и поэтому в дальнейшем, иншаллах, до самого месяца Рамазан, уроки по средам, в основном это Юсуф Хазрат тоже будет проводить уроки, они, иншаллах, будут после ахшам намаза, потому что, то есть, кому-то тяжело прямо до самой ночи быть в мечети, потому что разные люди бывают, так, и кто-то с работы, кто-то еще что-то. Поэтому, иншаллах, по средам будет продолжаться после ахшама, после магриб намаза. Сегодня же у нас лекция отдельная, которая не связана с предыдущими уроками Хазрата. Эта лекция называется «Связь знаний с делами, с деяниями мусульманина». И изначально хочу сказать, да, вот то, что в мечетях, допустим, уроки даются, да, то, что во время джумаа в пятницу даются хутбы, проповеди, да, это не говорит о том, то, что хатиб или тот, кто дает урок, он является самым лучшим из вас. И я не являюсь самым лучшим из вас, и поэтому эта тема на сегодняшний день, она касается всех нас и актуальна для всех нас самих. И для хазрата, и для преподавателя, и для хатиба, и для дающего урок, а также и для прихожанина. И поэтому это в первую очередь напоминание мне самому себе, а также напоминание всем вам, потому что человек, как мы, иншаллах, в дальнейшем будем изучать, читать, тот, который узнал что-то и не действует на основе своих знаний, то ему уготованы наказания в аду. И поэтому пусть Аллах Субханаху Тааля всех убережет нас от этой напасти. И, альхамдулилля, все мы много раз слышали о достоинствах знаний. Так ведь? Все мы много раз слышали о том, что человек, который требует знания о положении ученых и то, что они являются наследниками пророков, эти хадисы и эти аяты мы множество раз слышали. Но нужно знать то, что все эти аяты и хадисы, которые хвалят получение знаний, это относится лишь к тем знаниям, которые заставляют человека, которые приводят к человеку к тому, то, что он начинает действовать, начинает совершать деяния ради довольства Аллаха, ради того, чтобы приблизиться к Аллаху. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Нур, 35 аят говорит: «Аллаху нуру самавати валь ард, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة». Аллах говорит: Аллах – свет небес и земли, и его свет в душе верующего подобен нише, в которой светильник, а светильник находится в стекле. И это стекло подобно жемчужной звезде, которая горит из-за оливкового масла. И этот аят большой на самом деле, да, мы лишь прочитали его часть, и здесь Аллах Субханаху Тааля дает очень красивое такое, да, описание, сравнение света Аллаха, который находится в груди верующего раба, верующего поклоняющегося, да, который облагорожен этим светом от Аллаха. То есть это подобно светильнику, который находится в стекле, который очень ярко и очень ярко светится, да? Вот. И поэтому, если Аллах Субханаху Тааля даровал свой свет верующему, да, и у него внутри нур Аллаха Субханаху ва Тааля, то и его лицо становится светлым, и его лицо становится излучающим нур, и его дела точно так же приходят в порядок.
Невозможно такое, то чтобы верующий, да, которого облагодетельствовал Аллах своим светом, своим нуром, остался лишь, это все осталось внутри. Невозможно такое. И поэтому даже приводят такую историю, когда один мухаддис в мечети сидел и рассказывал хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его ученики сидели, записывали, потому что раньше так и происходило изучение хадисов, да? Учитель сидел, рассказывал хадис, я слышал от такого-то, а он от такого-то, а он от такого-то, прямо перечисляя всю цепочку передатчиков хадисов до самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в итоге, когда сидели в мечети, зашел в мечеть один из его учеников, который был известен тем, что он очень был поклоняющимся, совершал очень много поклонений. И когда он зашел, увидел его лицо, и он сказал: тот, кто выстаивает ночи в молитве, его, говорит, лицо озаряется светом днем. То есть произнес эти слова, да? Тот, кто выстаивает всю ночь в молитве, его лицо днем озаряется светом. Нурлана, балкы юзы, да? И ученики, которые сидели рядом с учителем, они же как бы сидят спиной к этому ученику, который зашел последним, да? И они подумали, что это и является их хадис от посланника Аллаха, и записали слова ученого, думая, что этот хадис. Но на самом деле это были слова ученого, и в них есть доля правды, потому что тот человек, который поклоняется Аллаху субханаху тааля, тот человек, который приближается к Аллаху субханаху тааля, вот эта вот благодать, его баракат, да, его нур, он проявляется. Он проявляется и на его лице, и на его теле, да, и на его одеяниях, и на его действиях. На его деяниях это показывается. И поэтому тот человек, которому Аллах даровал его нур, он будет исправлять свои деяния, он будет отдаляться от ошибок, он будет отдаляться от разных греховных действий. И поэтому Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Имран 18 аят сказал: «Шахидаллаху аннаху ла илляха илля хуа, валь малаикату ва улул ильми каиман бил кист». Аллах засвидетельствовал, что нет никого достойного божества, никого достойного для поклонения божества, кроме Него. И об этом засвидетельствовали ангелы, а также обладающие знанием. И Он, то есть Аллах, поддерживает справедливость. И вот здесь вот Аллах субханаху ва тааля хвалит же этих созданий, да? Хвалит ангелов, хвалит обладающих знания. Это не просто люди, это не просто создания, это те, которых Аллах субханаху ва тааля призвал в свидетели, да? Чтобы и они тоже засвидетельствовали. И поэтому вот это вот, да, обладающие знанием, они не просто так оказались под хвалой Аллаха субханаху ва тааля. Они оказались там только лишь по причине того, что они набрались знаний, получили знания и совершали благие дела на основе этих знаний. А что же касается человека, который получил знания, который научился чему-то, который изучил что-то из религии, но не совершает деяния на основе своих знаний, то Аллах субханаху ва тааля и этому человеку привел пример в Коране. Мы дальше упомянем, иншаллах, эти аяты, да, где Аллах субханаху ва тааля сравнивает их со слом, который нагрузился бременем, да, сравнивает их с собакой, которая постоянно лает, постоянно не умолкает, да, и вот такие вот сравнения. Аллах субханаху ва тааля в суре Зумар говорит: «Куль халь ястауи аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Скажи, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают, И поэтому вот и в этом аяте Аллах субханаху ва тааля говорит о тех, которые знают. Он говорит что Он их будет возвеличивать, Он их будет что делать? Он их будет поднимать. Аллах субханаху ва тааля в другом аяте сказал: «Ярфау Аллаху аллазина аману минкум валлазина утул ильма дараджат». И Аллах субханаху ва тааля поднимет степень уверовавших из вас, а также обладающих знаниями на много степеней, возвысит их. И кому это возвышение попадется, и кто будет достойным этого возвышения, это, конечно же, те, которые совершали и благие дела
на основе своих знаний. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля и посланник Аллаха, саллиллаху саллям, об этом много упоминают. И тот самый известный хадис, который мы все знаем, да, или должны знать, то, что если Аллах кому-либо пожелает благого, да, Он что сделает? Он даст ему понимание в религии. Просто лишь понимание, просто лишь знание. То, что человек только лишь изучил, даже стал разделять букву алиф от простой палки, да, теперь он знающий, теперь он имеет какие-то знания. Все эти люди и все эти знания, они сводятся к одному, чтобы человек, когда получает знания, начинает исправлять самого себя. Начинает совершать благие деяния, начинает остерегаться от греховных поступков. И поэтому тот человек, который не совершает этого, который набирает знаний, который изучает, который от мала до велика берет какие-то новые познания в религии Аллаха Субханаху ва Тааля, и потом, который не действует на основе этих знаний, не совершает благих поступков на основе этих знаний, то в итоге эти знания его же и погубят, и будут для него злом и большим вредом. И поэтому много ученых, и среди которых имам Аш-Шатиби, говорили, да, то, что знания, они, говорит, сами по себе не являются целью. Вот то, что мы изучаем знания, то, что мы читаем Коран, то, что мы читаем книги, изучаем поклонения, вот каждый изо дня в день пытаемся научиться чему-то новому из религии Аллаха, это, говорит, не является самоцелью. Это не является главным. А что же является главным? Главным, говорит, является, чтобы то, что ты изучил, это, говорит, тебя привело к гамалю, к совершению действий, к совершению деяний. Понимаете? То есть вот именно сами знания, то, что они приводят человека к делам, совершению дел, да, вот это, говорит, и является самой главной целью верующего. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля на каждого человека возложил определенные обязанности, определенные фарзы, ваджибаты, да, вот это вот и нужно выполнять, и вот тогда проявляется, говорит, достоинство знаний. Также Ибн Джумаа и другие ученые сказали, то, что Аллах Субханаху ва Тааля восхваляет, да, упоминает и дает великие награды лишь тому ученому, который, говорит, совершает благие деяния, совершает дела, совершает разные благочестия на основе своих знаний. А если же, говорит, он это требует знания ради того, чтобы достигнуть каких-то мирских целей, ради того, чтобы нажиться, да, сделать наживу, или же ради того, чтобы стать известным, чтобы у него было много учеников, было много последователей, чтобы когда упоминали его имя, говорили, отзывались о нем там шейх, ученый, устаз, там хазрат, там или еще кто-нибудь, да, то это, говорит, в итоге, говорит, это в итоге не относится к восхваляемым Аллахом Субханаху ва Тааля, обладающим знанием. Это, говорит, является наоборот плохим, говорит, намерением и является низкой целью. И также один из ученых, Ибн аль-Джаузи, сказал, да, то, что знания это то, что говорит, это то, что обучают тебя или же заставляют тебя, чтобы ты совершал дела, чтобы ты совершал праведные поступки. Другой же ученый, Хатиб аль-Багдади, сказал, то, что знания, они, говорит, являются деревом. Знания являются деревом, да, и ученые, говорит, из этого дерева, да, говорят то, что самое главное в этом дереве, это его плоды. И тот человек, который изучает знания, но не приближается к Аллаху посредством совершения благих деяний, не совершает гамаль на основе своих деяний, он подобен человеку, говорит, который набрал эти плоды и не пользуется ими. Ничего не делает, никак не пользуется, никак не наслаждается этими плодами. Вот подобно человеку, допустим, да, который осенью
с яблони, собрал много яблок, положил их в большие мешки, да, и у себя где-нибудь там на балконе или где-нибудь там в погребе хранит эти мешки, да, с яблоками. А сам их не ест, так и держит. И они там лежат, и в итоге что? Все гниют. И все яблоки у него сгнили. И он и не попробовал, и другим не дал попробовать, да, и в итоге это все ушло просто так, и он остался ни с чем. И точно так же говорит и те, которые требуют знания, да, если, срывая плоды этого дерева, он не станет совершать поступки, которыми доволен Аллах Субханаху ва Тааля и которые любит Аллах Субханаху ва Тааля, то он, говорит, окажется подобным этому человеку, который лишь вышел в банкрот, собирая плоды вот этого вот дерева и не воспользовавшись самому и то, что ему не принесло никакой пользы. Ибн Джаузи, Абуль Фарадж Ибн Джаузи, да смилуется над ним Аллах Субханаху ва Тааля, он сказал, то, что когда, говорит, видишь тех людей, которые не совершают никаких поступков на основе своих знаний, они, говорит, подобны мискинам. Они, говорит, потратили всю свою жизнь на изучение знаний, но так и не совершил никаких благих поступков на основе своих знаний. И он, говорит, не получил ни наслаждений этого мира, ни благ, которые уготовил Аллах Субханаху ва Тааля в мире вечном. И он, говорит, остался, говорит, банкротом, у которого ничего не осталось, да? И в итоге, говорит, это для него же обернется очень большим доводом в судный день перед Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть, те, которые встали на путь требования знаний, те, которые стали изучать знания, да, он как бы и не мирскими делами не занялся, и он другими посторонними делами не занялся, чтобы помогать другим, да, он стал изучать благие знания, да, но в итоге он не стал приближаться к Аллаху Субханаху ва Тааля посредством этих знаний. Он был неискренен, он не совершал благие деяния ради Аллаха на основе этих знаний. Он в итоге, говорит, и свою дунья погубил, потому что толком полезным-то ничего и не занялся, да, не смог в этом мире жить, да, и он, говорит, ахират свой погубил то же самое. Ахират погубил, и он оказался, говорит, банкротом. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе, в длинном хадисе говорит: «Ирхаму тархаму, турхаму, ирхаму турхаму». Да? Будьте милостивыми, будьте милосердными по отношению к другим, и к вам тоже будут милосердны. То есть, если мы будем кроткими, если мы будем мягкими, если мы будем милосердными как окружающим нас людям, да, то и Аллах Субханаху ва Тааля будет к нам милосердным. И прощайте, и будет прощено вам, да? И точно так же те люди, которые вокруг нас, которые ошибаются, которые допускают какие-либо ошибки, да, не нужно с первого же разу сразу же их как бы отсекать, сразу же к ним, допустим, да, злиться на них, какие-то, допустим, там что-то говорить им тяжелое, тяжкое, да, что-то делать, какие-то поступки совершать, да, этого делать не стоит. Потому что даже вот если мы самих себя поставим на их место, и вот представьте, да, то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Его терпение, да, Его милосердие, если бы каждый раз, как мы совершали какую-нибудь ошибку, и Аллах Субханаху ва Тааля тут же нам давал бы свое наказание, никто бы не остался бы, то есть нетронутым. Всех бы постигло наказание Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, то, что каждый из сынов Адама является ошибающимся. Каждый. Нет никого среди людей. И человек этим и отличался от ангелов. То, что ангелы грешить не могут, они выполняют предписания Аллаха Субханаху ва Тааля, а человек, он может совершать грех, но вместе с этим он может и каяться. И поэтому нужно быть снисходительным к тем, которые окружают нас, и не нужно сразу же как бы показывать такую жесткую реакцию тем людям, которые допустили какую-либо ошибку по отношению к нам. И поэтому, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, прощайте, и будет вам тоже прощено. И дальше пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, и это является самым важным для нас, да, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: и горе
тем воронкам, которые собирают слова. Воронки, которые собирают слова. И здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил уши человека с воронками. Вот когда мы, допустим, хотим налить какую-либо жидкость в стеклянную тару, в бутылку, да, мы используем воронку для того, чтобы эта жидкость никуда не ушла, чтобы она не пропала, так ведь? Чтобы она все до капли последней, все зашло внутрь, да, все зашло внутрь, потому что, ладно, допустим, если это для воды, но иногда мы заливаем в бутылки там или еще что-нибудь, да, более ценные вещи, которые стоят намного дороже, чем вода, так ведь? И поэтому никто не хочет терять копейки, терять рубли ради вот этого вот небрежного заливания воды. Даже просто когда не замерзайку машину льешь, стараешь аккуратно заливать, да? Потому что если она быстро закончится где-нибудь на дороге, придется по 300 рублей покупать ее, дорого. Поэтому аккуратно пытаешься заливать. И поэтому важность в быту человека этой воронки, она как бы очень велика. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, здесь сравнил ухо человека, уши с воронками. Почему? То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: горе воронкам слов. То есть это уши человека, в которые он каждый день что-то ложит из полезного. Так ведь? Что-то ложит из полезного. Это слова Аллаха, субханаху тааля, это хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, да? И если он будет небрежен с этой воронкой, как человек, который заливает масло, например, да, подсолнечное масло в стеклянную тару, если он воронкой будет дрожать, если у него воронка будет выпадать, или он будет быстро заливать, то есть, что бы он ни делал, он должен быть осторожен. Если же он будет небрежен, он всю свою кухню зальет этим подсолнечным маслом. Так ведь? И в итоге не воспользуется, то есть мало пользы получит от этой жидкости. И точно так же знание. Если когда он будет что-то слушать, что-то слышать и что-то, допустим, узнавать, если это будет мимо ушей уходить и не будет дальше идти к сердцу человека, это в итоге окажется для него горем. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И каким же это горем окажется, мы, иншаллах, дальше прочитаем, да? Но, как сказали ученые, здесь, говорит, подразумевается, это то, что, говорит, слушает человек, но он не понимает смысл этих слов. Смысл не проходит дальше внутрь. Он, говорит, не совершает благих дел на основании того, что услышал. Он, говорит, то есть не подвергается эмоциям относительно того, что он услышал. Да? То есть его не пробирают эти слова. Потому что Аллах субханаху ва тааля в Коране описывает, да, в некоторых аятах, да, то, что разве не стало людям, да, после того, как они услышали слова Аллаха, чтобы их пробирала дрожь, да, чтобы их сердца содрогались. Аллах субханаху тааля, если не ошибаюсь, это в суре Хадид, да, спрашивает таким образом: разве не стало люди, почему люди, да, не содрогаются, почему их сердца не сотрясаются после того, как они слышат слова Аллаха субханаху тааля. И мы сами то же самое должны задаться самим себе вопросом, да, почему иногда мы слушаем Коран, да, и не испытываем внутри содрогания. Например, когда, допустим, во время хутбы или на уроке, там, или еще где-нибудь, да, когда на понятном нам языке, на татарском языке, на русском языке, да, рассказывают про рай, например, да, рассказывают про ад. Почему мы иногда, то есть, не испытываем никаких эмоций относительно этого? Это возможно, может же быть первым тревожным звоночком черствости сердца. Черствости сердца, да? И точно так же нужно задать самому себе вопрос. Вот даже когда один, никого нету рядом, да? Когда сидишь, что-то читаешь, или что-то слушаешь, да, допустим, да? Или вспоминаешь о каких-либо словах Аллаха субханаху ва тааля, почему это не приводит к тому, да, то, что твои глаза сухи? То есть, почему это не приводит к слезам, да? Почему это не приводит к искренности Аллаха субханаху ва тааля, чтобы ты, да, испытывал какое-то содрогание, и это проявлялось даже на твоих глазах в виде слез? Почему? И вот поэтому ученые сказали, да, то, что если уши будут слушать слова, однако, говорит, эти слова не будут, говорит, проходить дальше
и он не будет понимать смысл этих слов, и он не будет совершать благих деяний относительно того, то, что услышал. И он, говорит, не будет содрогаться относительно того, то, что он слышал, и не будет, говорит, брать себе пользу для своей религии относительно этих слов, то тут, говорит, очень большая опасность, то, что это для него будет горем. Эти слова, которые он услышал, будут для него горем. И он в итоге, тот самый полезный материал, который ему которым должно было принести пользу, он все это растерял. Разбил все свое масло. В итоге не использовал ни в быту, ни в еде, ни еще где-нибудь, да, он все по кухне на полу все это разлил. А в итоге в бутылке и так и не залил. И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал предостережение. Однако этому хадису есть продолжение, и в нем также есть важная вещь, которую нужно упомянуть. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: горе воронкам слов, да, воронки, которые сравнил уши человека, а также горе тем людям, которые продолжительное время совершают грехи, да, которые совершают грехи и продолжают совершать, и они об этом знают, то, что этот грех. То есть горе тем людям, которые продолжительное время совершают грехи, и в то же время он знает то, что он ошибается. Он знает то, что он совершает грех. Он знает то, что он ослушается Аллаха субханаху ва тааля, но что делает? Продолжает совершать этот грех, не останавливается. Это не происходит ни разово, ни два, ни даже 3 раза. Это постоянно идет, без остановки идет. И вот этому человеку посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал предостережение. И этот хадис является достоверным, да, и является для всех нас, для всех абсолютно нас, да, является напоминанием от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что, во-первых, все, что мы знаем, все, что мы узнаем, все, что мы читаем, все, что мы слышим, должно для нас приносить пользу, да, это во-первых, и во-вторых, остерегаться от грехов, потому что раз оступился, 2 оступился, но если постоянно ты это делаешь, да, Аллах сахласан, это может привести к большим тяжелым последствиям. Также, дальше продолжаем. Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, сказал, то, что из признаков несчастья является то, что когда человек говорит, получает знания и приумножает свои знания, но вместе с этим он приумножает свое высокомерие. Он приумножает, говорит, свое возвышение над другими. Он приумножает вместе с этим то, что он считает других людей мизером, других людей ничем, да, сам возвышается над ними, да, и смеется над ними, да, и издевается над ними. Горе, говорит, этому человеку, и это, говорит, является признаком несчастья в этом мире. И, как сказать, и он дальше продолжает, Аллах субханаху ва тааля, ведь Аллах субханаху ва тааля сказал в суре Бакара, 44 аят: «Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаб, афаля та'қилун». Аллах говорит: и вы приказываете людям совершать благочестие, а самих себя забываете, и вы в то же время читаете книгу. Неужели вы не разумеете? Неужели вы не разумеете то, что вы совершаете очень большую ошибку? И вот относительно того, то, что человек, чем больше он становится знающим, чем больше он учится, и тем больше у него возвеличивается высокомерие, иногда это даже вот случается в жизни даже в таких комических ситуациях, Рассказали такую историю, то, что один исламский университет во всем мире, я не буду говорить в какой стране, в каком городе, и исламский университет, и на какую-то встречу, на какую-то лекцию пришел доктор из этого университета. То есть не просто какой-то преподаватель, не просто какой-то кандидат наук, да, а доктор. То есть это профессор, это одно из высших научных степеней в этих университетах. И когда он вошел в аудиторию, да, ученики сидят там, разные там иные гости сидят, да, он как бы такой важный, такой как бы персона такая, да, самый желанный гость, самый званый гость. Когда он заходит, и когда увидел то, что к нему сразу не подбежали, когда его сразу как бы не стали с ним здороваться, когда не стали целовать его руку, да, а в этой стране является, ну и вообще
целовать руку почитаемому человеку, особенно родителям и так далее, это является очень благой традицией, очень хорошим обычаем, да, и в этом здесь нет никакого зазорной вещи. И когда увидел этот доктор, то, что к нему никто не подбежал, никто ему руку целовать не стал, никто с ним не здоровается, он сам такой протянул руку и говорит: астагфируллах, 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 да? То есть покайтесь, Аллах, то есть покайтесь, да? То есть поцелуйте руку и поднял таким образом руку. То есть вроде бы, как сказать, задумываешься, да, ну, вот это вот высокомерие, она даже как бы люди смеются над этим, да? Люди смеются, то есть комичная такая ситуация, и поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля отдалит нас от подобных деяний. Относительно целования руки, да, целовать руку родителям, целовать руку разным большим ученым, если это не он сам желает, а это ты сам поступаешь, так сам делаешь, в этом нет ничего страшного. И это является выражением уважения. Потому что, хоть у нас как бы это особо и не принято, не распространено, но в целом и в истории это присутствует. И даже в некоторых книгах сообщают, то, что имам Муслим это тот ученый, мухаддис, который написал Сахих Муслим, да, сборник хадисов, достоверных хадисов, который считается по праву третьей самой достоверной книгой в этой умме. Первая самая достоверная книга — это Коран, да? Вторая самая достоверная книга — это Сахих аль-Бухари, сборник достоверных хадисов имама Бухари. И третья книга — это сборник хадисов Сахих Муслим, да? Которого написал Муслим ибн Хаджадж, знаменитый ученый мухаддис. И он был учеником у имама Бухари. И когда однажды рассказывают такую историю, когда имам Муслим услышал о каком-то хадисе, да, и проверил цепочку передатчиков этого хадиса, и ему так понравились слова, то, что, во-первых, и смысл хороший, да, смысл правильный, и, во-вторых, то, что у имама Муслима не было никаких сомнений относительно достоверности этого хадиса, и он пришел к своему учителю, Мухаммад ибн Исмаиль аль-Бухари, да, который написал Сахих аль-Бухари, пришел к нему и сказал: «О, учитель, — говорит, — я нашел такой хадис, его смысл хороший, и его главный, — говорит, — его цепочка передатчиков, его иснад является достоверным, — говорит, — прям 100%, да?» И когда он перечислил всех этих передатчиков этого хадиса, имам Бухари сказал: «Нет, — говорит, — там, — говорит, — есть ошибка, — говорит, — есть сомнение, то, что это говорил пророк Мухаммад, потому что так-то, так-то и так-то». Он объяснил ему, где ошибался имам Муслим, и доказал то, что на самом деле этот хадис не был достоверным. И что дальше его реакция, имама Муслима? И в этом как бы главное, почему я привел эту историю. Дальше имам Муслим удивился и сказал: «Анта устазуль устазин». Ты являешься, говорит, самым великим учителем и среди всех учителей, и поцеловал ему руку. И вот это вот является очень благим примером того, когда ученик выказывает свое уважение к своему учителю через этот жест. Поэтому даже если мы где-то, хоть у нас это и не принято, и у нас это редко случается, но если мы где-то это увидим, то не нужно как бы придумывать какие-то вещи, какие-то эти. Дальше. Шуайб, алейхиссалям, пророк Шуайб, относительно его, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, в суре Худ, в 88 аяте приводят слова Шуайба. Шуайб сказал: «Вама уриду ан ухалифакум иля ма анхакум анху, ин уриду илля ал-исляха ма стата'ту, вама тауфиqи илля биллах, алейхи таваккальту ва илейхи униб». Аллах Субханаху ва Тааля привел слова Шуайба, где он говорит своему народу, обращаясь, да: «И я не желаю предавать вас в том, что сам запретил, да, и я только лишь желаю исправления, да, насколько это возможно. И помощь лишь только от Аллаха. И я на Него уповаю и к Нему обращаюсь с покаянием». И вот этот аят, казалось бы, да, одно предложение, но какой смысл в себе таит? Да? Имам Шуайб, алейхиссалям, пророк, да, он говорит, то, что когда обращается к народу, то, что я во всем вам говорил, я сам не собираюсь это втихаря где-то дома там аккуратно делать, когда никто этого не видит. Да? Я этого не собираюсь повторять, не собираюсь этого совершать. Так ведь? Я что хочу? Я хочу и вас призываю, и сам точно так же поступаю подобающим образом.
отдаляюсь от того, что вам запретил. И я, говорит, желаю лишь что? Желаю лишь исправления. Чтобы зло перестало быть злом. Чтобы ошибка перестала быть ошибкой. Чтобы это стало истиной и правдой. И поэтому он, конечно же, обращается к Аллаху Субханаху ва Тааля, то, что помощь лишь от одного Аллаха, и я на Него уповаю, и к Нему обращаюсь с покаянием. Также Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, в суре Саф, 2 и 3 аяты говорит: «Я айюхалладзина аману, лима такулуна ма ла таф'алун, кабура мaqтан инда Аллахи ан такулу ма ла таф'алун». О те, которые уверовали, почему вы говорите то, что сами не совершаете? Ведь велика ненависть у Аллаха, когда вы говорите то, что вы не совершаете. Вот почему-то у нас в нашем обществе и вообще среди мусульман существует такой стереотип, что подобные аяты, где Аллах Субханаху ва Тааля порицает говорить то, что человек сам не совершает, почему-то существует стереотип, то, что это относится лишь к какому-то хазрату, какому-то ученому, какому-то преподавателю, какому-то устазу. Он знает, он научился, это только лишь ему относится. Нет, это на самом деле ко всем нам относится. Ко всем нам. И тот человек, который изучил весь Коран наизусть, да, и изучил множество книг, и тот человек, который лишь вчера начал изучать какие-то исламские основы, знания, и начал различать между палкой и между алифом, буквой алиф, да, они в этом равны. Потому что и первому приказано совершать благие дела и не делать поступков, которые противоречат его знаниям. И второму точно так же. Если второй только лишь вчера узнал что-то, что говорил Аллах Субханаху ва Тааля, если только этот второй вчера только узнал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поступал так-то и так-то, да, он что делает? Он не может уже после этого что делать? То есть оставаться в неведении. Он не может говорить: а я не знаю, я только вчера изучил, я только вчера там это, да. Нет. Он должен совершать поступки, он должен уже это, если он понял смысл этих слов, если он принял сердцем, да, если до него довели полным образом, да, то он уже будет спрошен за это в судный день перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И поэтому сподвижники, да, когда один из табиинов спросил мать правоверных Аишу относительно нрава пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Она сказала этому человеку, его звали Саад ибн Хишам, она сказала ему: ты читаешь Коран? Ты читаешь Коран? И он ответил: конечно же читаю, да? И мать правоверных Аиша сказала: его нравом был Коран. То есть то, что он читал в Коране, то, что он изучал в Коране посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, это что? Это у него проявлялось на делах. Это у него проявлялось на его поступках, на его словах, на его отношении. И поэтому, если и ты тоже читаешь Коран, то ты точно так же должен следовать посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этом примере. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и после его смерти сподвижники, если мы знаем историю, изучали историю, мы знаем, да, то, что ислам, религия, ислам и сподвижники, они увеличили, да, границы государства, да. При Умар ибн Хаттабе, да, очень большие обширные земли были присоединены к государству. При Усман ибн Аффане была Северная Африка, была покорена, да. И при Али ибн Абу Талибе и так далее, и так далее. И вот тогда, когда они заходили в какие-либо города, где были обладатели Писания, христиане там, или иудеи, да, некоторые из них даже говорили про сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. То есть это не те люди, которые добровольно, с миром, да, видели сподвижников, они говорили: поистине эти, говорит, сподвижники Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, они, говорит, даже лучше, говорит, чем, говорит, апостолы. То есть сравнивали их нрав, сравнивали их отношения, сравнивали их взаимодействие и даже говорили сами то, что, говорит, лучше, чем апостолы. И поэтому вот это вот является, и эта история описывается в книге «Мифтахуль Афкар литааху биддар аль-Харар»,
И это, то есть, исторический факт, и поэтому это на самом деле очень удивительные слова. И в хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, предупреждая, говорит, и я, когда он описывает, когда ему показывали рай, когда ему показывали ад, вознесение посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, да, это длинный хадис, и он множество вещей описывает, и среди которых важная часть для нас. И я увидел в аду человека, которого привели и бросили в огонь, да, и он, говорит, вывалились его кишки, и он, говорит, будет волочиться со своими кишками, подобно ослу, который крутит жернова. То есть кишки будут привязаны, а он будет крутить свои кишки, как будто осел, который крутит жернова, да, будет крутить, и тогда обитатели огня спросят у него: «Эй, такой-то, ты же, говорит, был среди нас, ты же, говорит, нас призывал к благому, говорит, и порицал совершение греховных действий». И тогда он скажет, этот человек скажет, да, поистине, говорит, я призывал совершать благое, но сам этого не делал. Я, говорит, удерживал от порицаемого, от плохого, от греховных действий, но сам это совершал. И поэтому, уважаемые братья, вот здесь большое предостережение от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что даже если ты на основании своих знаний что-то скажешь, что-то где-то скажешь, будете арамей, так же нельзя, это же ошибка, это же грех. А сам потом, когда никто не будет видеть, сам потом, когда будет большой соблазн оступиться, да, сам когда будешь это выполнять, то нужно вспомнить вот этот вот хадис. Кто из нас хочет оказаться на месте этого человека? Кто, интересно, вытерпит это наказание, это мучение в огне? И поэтому каждый раз нужно об этом вспоминать и отдаляться от этой ошибки. Но вместе с этим нужно упомянуть очень важный момент. То, что если нельзя призывать к благому, сам того не совершая, потому что это повлечет как бы за это, да? То есть человек, который призывает к благому и сам этого не будет совершать, он будет подвергнут наказаниям. И тот человек, который будет порицать совершение грехов, но сам будет совершать какие-либо грехи, да? Это не указывает на то, что человек теперь должен полностью от этого отдалиться. То есть, я ничего не скажу, да? Я рот закрою полностью, ничего не буду говорить людям. И если они передо мной будут совершать какие-то греховные деяния, какие-то грехи, какие-то ослушания, я им тоже ничего не скажу. Почему? Потому что я сам не ангел, как многие говорят, да? Я ничего не буду говорить. Вот этот человек вместо одной ошибки совершает две ошибки. Понимаете? Вместо одного тяжкого греха он совершает и другой тяжкий грех. Потому что изначально никто из людей белоснежный, без ошибок, без грехов не бывает. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сам говорит, каждый из сынов Адама ошибающийся. Поэтому нет такого человека, который без единого греха, без ничего, да, кроме пророков, потому что их Аллах субханаху ва тааля освободил от грехов и простил им все грехи, которые они могли совершить, либо могли совершить в будущем. Все это им прощено. Да? Однако остальные люди, никто из них не является без ошибок. И если теперь каждый человек будет говорить то, что да, нет, я же не являюсь ангелочком, я же не такой чистый, у меня где-то есть недоработки, где-то я, допустим, ленивый, где-то, допустим, там я еще такой-то, да. И если каждый человек будет так говорить, то на земле распространится большое нечестие. Потому что никто не будет призывать к благому. Потому что никто потом не будет удерживать от греховного действия. И тот же самый родитель, когда будет среди своих детей видеть какие-то нехорошие деяния, какие-то нехорошие поступки, да, если он будет говорить, да я же сам тоже был таким жуликом, таким же там шустрым, да, таким же там строптивым, да, поэтому да ладно уж, пусть уж там как-нибудь там вырастет, да, станет еще, наверное, человеком. Если даже родитель, находясь в таком положении, будет так находить отговорки, то в итоге ничего хорошего не получится. И поэтому человек, который не призывает к благому и не удерживает от порицаемого, думая, то, что он сам недостаточно хорош, да,
он совершает две ошибки. И Хасан аль-Басри, у него есть слова относительно этого, где он говорит, то, что если, говорит, люди оставят призывание к благому, и если они перестанут удерживать от порицаемого, тогда как же будет жизнь? Как же мы будем жить? Во что превратится наша жизнь? И поэтому, уважаемые братья, нужно и самому стремиться, то есть выход какой? Нужно и самому, насколько это возможно, стремиться к благому, да, и удерживать самого себя от совершения ослушания Аллаха Субханаху Тааля, и вместе с этим, насколько это возможно, по нашим возможностям, по нашим знаниям, по нашей мудрости. Потому что, когда мы призываем кого-то к благому, недостаточно того, что ты только знаешь, что это нужно делать. Нужно еще это правильно применить. А мудрость это и есть, когда ты правильно применяешь свои знания. Да? На основании мудрости, то, иншаллах, будет только лишь благо во благо, если человек будет стараться и себя улучшить, и улучшить тех людей, которые рядом с ним, которые имеют к нему отношение, и общество в целом. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, да, в судный день нога раба Аллаха не сдвинется с места, пока он не будет спрошен о следующих вещах. Пока он не будет спрошен о своей жизни, на что он ее потратил. Пока он не будет спрошен о своих средствах, о своем богатстве, на что он его потратил. Пока он не будет спрошен о своем теле, как он прожил с этим телом, да, на что он его потратил. И пока он не будет спрошен относительно своих дел, пока он не будет спрошен относительно своих знаний, что он совершал, основываясь на этих знаниях. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля будет спрашивать, что мы изучили, что мы совершали из того, что мы изучили, какие поступки мы делали, за все это будет спрос. И когда мы говорим про знания, да, какие же это знания? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах делал следующее дуа. Аллахумма инни а'удhu бика мин ильмин ла янфа'. О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от знаний, которые не приносят пользу. Которые не приносят пользу, которые не исправляют тебя, которые не дают тебе пищу духовную, да? Которые не приумножают твои благие деяния. И поэтому в этих знаниях нет никакой пользы, и это на самом деле, то есть это то, от чего должен сторониться человек. И когда мы говорим полезные знания, это полезные, которые принесут пользу для него и в ахирате, и которые принесут для него в этом мире. Потому что иногда вот, видно такое отношение, то, что самое главное, это религиозные знания, да? А мирские же знания. А как ты будешь себе зарабатывать? А как ты будешь кормить свою семью? А как ты вообще хочешь как-то в себя во что-то одеть, во что-то, допустим, на чем-то передвигаться, чтобы быстро доехать куда-то, да? А как ты хочешь себя защитить от харама, если у тебя не будет ничего мирского? Поэтому мирские знания тоже важны, но чтобы это не становилось главной целью помимо ахиратских знаний. Чтобы это не становилось именно всем смыслом его жизни. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, да, и не забывай, говорит, свой удел из мирского, да, то есть стремись к Аллаху, стремись к ахирату, но не забывай свой удел из мирского, поэтому знания, которые принесут пользу твоему ахирату, важны, и ты должен их изучать. И знания, которые принесут твоему мирскому, да, состоянию, тоже важны. И на сегодняшний день очень тяжело видеть, да, когда говорят самое главное религиозные знания, и это говорит человек, который правильно даже написать не может слово на русском языке, допускает множество орфографических ошибок. Это же является большим недостатком. Это говорит о низком уровне грамотности, то, что не может правильно написать. А на сегодняшний день мусульмане очень нуждаются в тех людях, которые будут писать грамотно и будут отстаивать точку зрения мусульман, грамотно ее излагая на страницах СМИ там, или еще где-нибудь, да, это на сегодняшний день очень важно. И когда
эти слова говорит мусульманин, который не может различить какие-то ясные такие обычные банальные вещи в этом мире, да? Который не может сложить дважды два, например, да? И это все являются недостатками. Поэтому, уважаемые братья, и мирские знания важны, да? Которые приносят для нас пользу в этом мире. И самое главное, это те знания, которые ведут нас к Аллаху, субхану ва тааля, ведут к Его довольству, к Его милости. Да. И на этом мы с вами тогда уж остановимся, закончим, потому что дальше открывается еще следующая тема, да. И пусть Аллах субхану ва тааля дарует нам полезные знания, и пусть Аллах субхану ва тааля наставит нас на истинный путь, и пусть Аллах субхану ва тааля поможет нам совершать благие дела на основе того, что мы знаем, да. И пусть Аллах субхану ва тааля будет доволен нами в судный день и сделает нас среди обитателей рая. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.